Добрый день, дорогие друзья! С вами телеканал Якутия-24 и передача «Мы вам покажем». Сегодня мы в гостях у талантливого художника-аэрографиста Марии Сысолятиной. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня будем делать металлический поднос в технике абстракция из эпоксидной смолы. И давайте-ка мы начнем делать. Хорошо. Да? Мария, скажите, что нам потребуется, чтобы начать? Так. Вот у меня есть перчатки, да? Ага. Мы обязательно одеваем защитный фартук, перчатки, ну и попозже оденем еще маску. Хорошо. Для начала мы работаем кисточками крупной, щетина, и должны загрунтовать любую поверхность, которую мы делаем. Поднос у нас сделан из металла, но любой предмет, например, да, металл, дерево, любую поверхность мы должны загрунтовать. Вот давайте загрунтуем. Хорошо, давайте. Берем кисточкой. Так, и должны нижнюю часть подноса аккуратно тонким слоем смазать. Вы можете помочь. Давайте, мне. спасибо. Тоже попробуем. Тонким слоем. Так. Мария, а можно вам задать вопрос? Вот расскажите, как вы вообще увлеклись вот этой техникой? Так, я, получается, 2 года назад полетела в Санкт-Петербург в отпуск с семьей и решила попробовать сделать вот эту технику. Я встретила очень хорошего, талантливого преподавателя, и мы решили сходить к ней на мастер-класс. И мне очень понравилось. Здорово, отлично. С тех пор вы активно эту технику применяете, да? Да, и мне очень нравится, как бы сказать, человек, когда творит красоту, настроение даже поднимается. Согласна с вами. Угу. Так, далее мы меняем кисточку. Можно положить кисточку на стол и берем такую тонкую кисточку. Кисточки использую синтетические. Они очень хорошо работают красками, акриловыми красками, грунтом, масляными красками, акварельными, гуашевыми. И поэтому он как бы универсальный. Сейчас это мы с вами прорисовываем бока, то есть грунтуем бока. Да, грунтуем бока. И вот эту площадь все мы должны покрыть грунтовкой. Грунтовки бывают разных цветов, да, получается не только черный, но и белый, основные цвета. Но если у нас предмет черного цвета, то мы используем желательно черный цвет. Черный на черный. Красиво будет смотреться. Так, все. Вот мы все сделали, тонким слоем все смазали, да. И далее нам нужен строительный фен, потому что строительный фен, он лучше, чем обычный фен. Он быстро сушит. Он мощнее, да? Он мощнее. Так, и включаем на большую скорость и сушим. Когда сушим, мы должны не на одном месте целиться, да, а надо его по всей поверхности. И когда сушится, уже видно, как он выглядит, да. Получается, у нас грунт был с блеском, а когда сушится, он становится матовым. Да, видно прямо на глазах, более матовый. Так, все, выключаем и обязательно ставим его вниз, чтобы не обжечься, да? Вот, получается, у нас вот мы высушили и смотрим. Если где-то у нас есть остался еще блеск, да, мы можем его поворачивать, посмотреть хорошенько и еще раз можно пройтись. Ну, допустим, по бокам, да, особенно у нас где-то блеск есть.
все, вроде все готово. Так, грунтовка у нас готова. Так, теперь мы работаем с эпоксидной смолой. Для этого мы должны одеть маску. Маска подойдет, обязательно нужно одевать, потому что бывают люди с аллергией, когда мы вдыхаем эпоксидную смолу, он может привести аллергию кожи, поэтому маска обязательно. То есть вот есть вот такие обязательные моменты. Да. Так, для того, чтобы сделать состав из смолы и отвердителя, нам нужен мерный стаканчик, чтобы знать, сколько мы должны взять смолы, да? Так, и наливаем компонент А, это смола, заливаем на стаканчик до мерки. Например, мы возьмем 100 грамм смолы. Так. На 100 грамм смолы нам нужно компонента Б, отвердителя, половина смолы. Это получается 50 миллиграмм, да? Да, то есть вы уже с точностью прямо наливаете. Ага. Так, и можно смешивать двумя палочками. Так, хорошенько смешиваем. Так, два компонента смешиваем. Максимально быстро можно его смешивать. Ну и существуют разные стаканчики для работы с смолой. Они бывают силиконовые, можно использовать бумажные стаканчики, да? И наливаем на бумажные стаканчики. Так, до половинки я налила. А количество стаканчиков, оно зависит от задумки, то есть или от чего-то количество стаканчиков зависит от задумки нашей работы. Так, а если мы сегодня используем 3 цвета, тогда нам нужен 3 состава смолы. Так, и сегодня мы используем красители порошковые черного цвета, белого и золотого цвета. 3 оттенка. Так, я вам придаю смолу, так, деревянную палочку, и вы наливаете туда на кончики палочки черный цвет. Туда заливаете. На кончики палочки. Ага. Вот столько. Ага. И Держите. смело смешиваем. Активно, да? Да, чтобы не было комков. Так, а я буду наливать следующий цвет. Так, возьмем золотой. Какая красота! То есть вот так это должно быть, правильно? Ага. Я уже вижу оттенок, да, цвет такой, Так. переливается все. У нас будет черный. Черный цвет у нас стильный сейчас, да, в современном мире. Люди в основном выбирают черный цвет. Да, в интерьерах я такую тенденцию тоже отмечаю, что черный цвет сейчас популярен. И такая работа, да, которая перекликается, она активно впишется, да, хорошо в интерьер. Интерьер, да. Так. Ну вот, однородная масса должна быть и без комков. Давайте-ка я посмотрю. Хорошо. Так, теперь мы убираем остаток, палочку в сторонку вложим и сгибаем, носик создаем, стаканчик. Носик. Ага, чтобы нам было удобно наливать, да. Теперь от серединки подноса, так на уровне примерно мы выше берем, чтобы у нас тонкая струйка была, да. И вот так мы его заливаем. Вот такими движениями. Можно круговыми движениями. Ой. Продолжайте. А я диаметр вот так вот продолжаю, да, Ага, получается? полностью все заливаем.
Ага, и мы потом посмотрим, что у нас получится. С помощью этих 3 цветов у нас должна быть получиться абстрактный вид. Так, следующий стакан готов. И третий сделаем. Так, То есть такими движениями мы создаем абстракцию, да? да, абстракцию. Вот каждым разом, когда делаю разные работы, да, техники абстракции, у нас получается не одинаковые работы. Они всегда получаются по-разному. Уникальные получаются, Это действительно. очень интересно. Как бы ты ни старалась сделать одинаковую работу, она будет у тебя по-другому все равно. Какая-то изюминка. Также наливаю сверху прямо, да, в эти, также вот, где мы не заливали, да, вот в эти мы, промежутки. да, добавляем сверху. Мгм. Ух ты, ответственно. Пока вы заливаете, я могу сделать еще смолу. Немножко еще сделаю. Тоже так же повторяю. Почему смолу надо делать частично, да, это понемногу? Так как у нас работа со смолой имеет определенное время. Через 40 минут оно может нагреться и набухает. Состав получается в виде как жвачки, и оно уже будет испорчено, и мы можем работу испортить. Поэтому... То есть мы ограничены по времени, да? Да. Если мы работаем с эпоксидной смолой, мы должны делать максимально быстро. Да, за 40 минут мы должны сделать и залить всю смолу. Бывает такой случай, что если мы слишком долго творим, сидим, думаем, то работа может не застыть, и мы можем потерять наше время и материалы. Еще немножко осталось. Так, теперь возьмем белый цвет. Полностью все заливаем. Так, и белый. Так, белый. Белый можно вот где мы еще не наливали. Так, далее у нас еще делаем черный. Готово. И последний у нас будет еще черный цвет. Черный цвет мы будем наливать те места, например, где у нас не хватило смолы, да, получается, по бокам наливаем. Очень красиво смешивается. Так, и можем сейчас пофантазировать. Можно вот разными линиями поверх другого оттенка, да, пройтись разными движениями. Чем тоньше у нас линии, тем оно у нас получится красиво, да? Так, и берем строительный фен на двойке максимальной, да, под наклоном мы их двигаем. В этот момент они смешиваются и появляется еще какой-то другой оттенок.
И поднос можно еще по часовой Вращать. стрелке вращать. Можно было пройтись. Вот так. Очень И красиво. чтобы подровнять, еще можно еще его наклонять. Так. И последний штрих, мы его украсим. Еще блестками можно. Сколько блесток. Ага. Блестки можно подобрать по цвету, да? Например, вот серый со звездочками можно сделать. Так, мы можем снять перчатку уже. Можно снять, да? Да, Мгм. снимаем и открываем наши. Может, мы еще какой-то возьмем или один будет? Можно несколько. Можно несколько, да? Под цвет подобрать. Так, вот. И наливаем сверху так по чуть-чуть. Ух ты! Как будто у нас получается космос. Мне почему-то захотелось вот такой добавить, как Мгм. думаете? Да, подойдет. Такой немножко бронзовый отлив, блестки мелкие, да? Вот смотрите, как красиво. Очень красиво. Еще напоминает что-то, знаете, вот как камень в разрезе. Мгм. Вот. Ну, можете тоже наливать. Так. Как-то хочется совсем слегка. Ага, прям вот такой коричневый оттенок у нас здесь уже появился, да? Да. С помощью смешивания оттенков черного и золотого. Как-то местами. Ну и в конце, после этого мы проверяем нашу работу. Если по краям у нас появились пузырьки, можно лопать деревянной палочкой. Деревянной палочкой. Вот такая палочка. Крупные, Устраняем пузыри. да. Где-то, если у нас есть, можно их лопать. Но Ну у и нас их нет. У нас Ага. очень аккуратная работа. Очень хорошо получилось. Ну и слегка можно сверху на маленькой скорости пройтись и лопать мелкие пузырики. Ну, на этом все. Работа у нас будет готова уже завтра. Все зависит от нашей смолы. от Сколько качества примерно, да, от скольки до скольки по времени примерно сохнет смола? смолы. Если у нас смола качественная, то работа будет готова уже на завтрашний день. Получается, как можно вот это приподнять, если мы приподнимем, оно у нас не застывшее, поэтому мы не можем, да? Работа Пока может шевелить, стоять, получается, до работа. завтрашнего дня на одном уровне, чтобы уровень был у нас ровный, стол должен быть ровный. И мы все уже завтра приходим, смотрим на его состав, как он себя ведет. Все хорошо. А пока наша работа сохнет, у нас есть возможность задать несколько вопросов Марии. Мария, скажите, с какого возраста дети могут заниматься эпоксидной смолой? Детям разрешается заниматься с 12 лет. Противопоказания тоже есть. Беременным женщинам нельзя, людям с аллергией, потому что мы должны соблюдать технику безопасности здоровья человека. То есть для тех, кому можно, нужна обязательно техника безопасности. Как мы уже поняли, да, это перчатки, маска. Защитный фартук и работа с эпоксидной смолой. Правильное пользование строительным феном. Еще вот такой вот вопрос. Смотрите, если телезрители захотят повторить в домашних условиях то, что вот мы с вами делали, вообще доступны ли материалы? Да, материалы все необходимые доступны, можно их заказать в интернете. Отлично. Расскажите про свои работы? Да, вот эта работа выполнена в технике море с двумя волнами. Очень красиво, я вообще люблю вот эту морскую тематику. Мне кажется, она в любой интерьер вольется и будет создавать уют в пространстве. Да.
Далее у нас здесь смешанная техника. Это у нас картина леса. Фон у нас распылен в технике аэрография и частично залита эпоксидной смолой. Очень красиво. Так, здесь работа тоже в теме моря, но оно отличается от той работы тем, что мы используем другие разные материалы. Разные материалы, да, использованы. Поэтому они немножко отличаются. И на этой работе тоже немножко по-другому. Получается, вот тут волны у нас такие белоснежные, да? Здесь тоже белоснежная, а тут у нас немножко матовая. Это, получается, зависит от материалов, которые мы используем. Мгм. Ну, вообще эффект, получается, можно создавать разный. Вот здесь такой эффект немножко такого пасмурной погоды получился. А тут уже более солнечный такой день на пляже. Да, и получается, вот тут у нас еще работа тоже эпоксидной смолой, картина «Лошадь» в абстрактном 3D виде. Тоже залита Как смолой. интересно. Вот Ну и зеркальная картина «Цветы». грива, вот это вот, это что за фрагменты такие? Это у нас материалы сделаны из стекла. Впечатляет. Тут у нас отличие от этой картины, то, что мы здесь используем зеркало. Вижу, вижу, вот они кусочки. Зеркало. Мгм. Очень красиво. Так, ну, спасибо вам большое, Мария, за то, что пригласили нас к себе, за то, что рассказали, как работать безопасно в технике с эпоксидной смолой и познакомили нас с такими красивыми работами. До новых встреч!